Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Муртазалиев Хамзат Хусейнович. В Чеченской Республике, как и в целом по всей Российской Федерации, действуют определенные стандарты. И до 2020 года правительством Российской Федерации принята государственная стратегия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Мы тоже работаем по этой программе. Это в обязательном порядке входит в нашу задачу. Там есть целевые индикаторы, где четвертый индикатор, где уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет мы должны охватить по субъекту Российской Федерации, в данном случае Чеченской Республики, это 87% населения. Эта работа у нас проводится на высшем уровне. В прошлом году мы охватили 92% населения в возрасте 18-49 лет. Мы охватываем трудовые коллективы, профилактика ВИЧ-инфекции. Мы охватываем мигрантов, профилактика ВИЧ-инфекции. У нас работает отдел профилактики, где обученные специалисты, в основном клинические психологи, занимаются данной работой, и социальные работники. Если мы возьмем сравнительный анализ за 2017 год, было охвачено из организованной молодежи, то есть из организованных учебных заведений, 56 школ охвачено именно профилактика ВИЧ-СПИДа. Из них 17 учебных заведений самостоятельно провели акции по профилактике ВИЧ-инфекции. Профилактика примерно так проводится в двух словах, если сказать, на таком уровне. Регистрация ВИЧ-инфекции в Чеченской Республике ведется с 1989 года, и на сегодняшний день зарегистрировано 2864 человека. Из них лиц, живущих ВИЧ-СПИДом, это ЛЖВС, на сегодняшний день люди живых, они 1917 человек. Из них у нас 1100 человек состоят на диспансерном учете, то есть они все зарегистрированы в спеццентре, есть эпидемиологический отдел, где они зарегистрированы, и есть также отдел лечебный, где они становятся на диспансерный учет, их наблюдают. В плане диспансерного учета у нас 1100 человек. Из них получают терапию трехэтапную, 3 препарата, 707 человек. Но хотелось бы отметить такой момент, что у нас ВИЧ-инфекция идет с тенденцией к снижению с 2013 года, когда у нас было выявлено 213 случаев ВИЧ-инфекции. На 2016 год, я скажу по официальным данным, у нас было обследовано скрининговым методом 186 тысяч человек, из них выявлено 156. А сравните разницу, в 2017 году было обследовано 302 тысячи 114 человек, и из них выявлено 140 человек. За 10 месяцев 2018 года обследовано 334 тысячи и выявлено 110 человек. Как я сказал, существуют планы первоочередных мероприятий, и, конечно, есть вероятность заразиться медицинскому персоналу при выполнении медицинских вмешательств. Насколько мне известно, в Чеченской Республике таких случаев заражения, по крайней мере, у нас в республике нету. Что касается наркоманов, вопрос у вас такой: может ли он заразить другого человека преднамеренно, правильно я понял, да? Теоретически может. В нашей республике таких случаев не было. Это в интернете бытует мнение, что где-то они в кинотеатре оставили иглы, все такое. Хочется сказать, что элиминация ВИЧ-инфекции на открытом воздухе, он элиминирует с любых поверхностей, так могу сказать, за полчаса, если не ошибаюсь, конечно. То есть во внешней среде вирус он не выживает. На нашей республике таких случаев, по крайней мере, нету, не зарегистрировано. В республике теперь действует сертификат. Для того, чтобы вступить в брак, надо сдать анализ на ВИЧ, и после получают сертификат. Также муфтиятом республики в резолюции для предотвращения таких инфекций введено в обязательном порядке это гепатиты и сифилис. Такая практика имеется у нас. Да.